В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Ряд ограничений по коронавирусу в Якутии продлены до 28 августа, но есть и послабления. Круглогодичную переправу через Малую Батуобую откроют к концу сентября. 9-й межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» проходит в онлайн-режиме. На этот раз он посвящен подвигу врачей. С сегодняшнего дня в Якутии разрешены занятия спортом на уличных площадках и стадионах, но при условии соблюдения дистанции между людьми не менее 4 метров. Также возобновляют работу тренажерные залы и фитнес-клубы, но только при соблюдении аналогичных норм социальной дистанции. Вместе с тем, остальные ограничения по коронавирусу на территории республики продлены до 28 августа. Между тем, 65 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Якутии Ольга Балапкина. Из них 41 случай зарегистрирован в Якутске, 9 в Верхневилюйском районе, по 4 в Алданском и Вилюйском районах, по 2 случая в Ленском и Нерюнгринском и по 1 случаю в Горном, Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах. Все контакты выявлены и изолированы. За минувшие сутки зарегистрирован 1 летальный случай. Говоря о тех событиях, которые происходят в районах республики, я хочу обратить внимание на то, что, безусловно, сегодня мы принимаем все меры для того, чтобы как можно меньше было у нас случаев, в том числе в районах, чтобы вирус не расходился в дальние поселения. Но, тем не менее, и приехавшие дети, и родственники, и то движение, которое обычно у нас происходит в сельскохозяйственных районах республики, оно дает нам достаточно большое количество заболевших и вирусоносителей. На сегодня у нас в районах, в нашем первичном звене, лечится уже больных больше, чем в городе Якутске на уровне первичного звена. 23 очага природных пожаров потушили в Якутии за минувшие сутки. Площадь пожаров уменьшилась на 20 тысяч гектаров. Сложная обстановка сохраняется на территориях Верхоянского, Мирнинского, Среднеколымского, Тампонского и Усть-Алданского районов, где зарегистрировано 40 очагов. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин. На тушение лесных пожаров за сутки привлекались 375 человек и 77 единиц техники. Также отмечается, что задымленности из-за пожаров на территории Якутии не прогнозируется в связи с осадками. 27 сентября планируют запустить новый мост через Малую Батуобую. На возведение перехода на границе Мирнинского и Сунтарского районов в итоге ушло около года. Фонтанные переправы в прошлом. На каком этапе строительства круглогодичной переправы сегодня и почему якутяне так ждут новый мост, выясняла Анна Брянская. Это, конечно, не Крымский мост, но такую круглогодичную переправу якутяне ждали долго. Именно здесь начинается большой путь от Якутска до Мирного и обратно. Строительство моста между Мирнинским и Сунтарским районами началось еще в середине 2019 года. Много лет переправа была сезонной. Зимой машины передвигались по Зимнику, а летом через понтонную переправу. Из-за дождей ее часто смывало, перевозить груз и товар приходилось на лодках. Временная переправа теперь на фоне нового моста кажется хлипкой доской. За строительство нового круглогодичного моста взялась местная подрядная организация. Она является одной из групп компании РНГ. Почти год больше 150 человек бесперебойно работали на границе Мирного и Сунтар. Специалисты признаются, строить такой масштабный объект в условиях Крайнего Севера оказалось нелегко. Вечно мерзлые грунты, конечно, основная сложность при разработке карьеров, в частности при отсыпке. Да, эти сложности бывают, то есть много грунта мерзлого, поэтому некоторые проблемы возникали, но мы, в принципе, все преодолели. Длина переправы вместе с подходами почти 3 километра. Новый мост можно сравнить с полноценным дорожным полотном. Асфальт здесь уложат по современным стандартам. Сейчас я пескостроил то есть удалял ржавчину с поверхности металла. Далее идет покраска, потом будет обработка поверхности битумной мастикой, далее будет асфальт.
Для строительства переправы компания РНГ приобрела асфальтобетонный завод немецкого производства. Только на его покупку ушло порядка 3,5 миллионов евро. Но затраты считают оправданным. Этот завод соответствует всем последним требованиям экологическим. То есть мы уделяем очень большое внимание этому вопросу. И именно эта установка, она наносит минимальный ущерб окружающей среде. Сам переход через Малую Батуобию уже готов. Дело за подъездными путями. Их нужно заасфальтировать. По документам сдать объект подрядчик должен в октябре. Однако и не исключают дату 27 сентября. Можно сказать, подарок ко Дню государственности республики. Новый мост на границе Мирнинского и Сунтарского улусов – это первое звено, которое свяжет Якутск и Мирный. В этом году в общей сложности возведут 4 круглогодичные переправы через реки Тюкян, Асар-Юрях, Улахан-Мугур и Малая Батуобия. Столица Алмазного края и республики станут ближе. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Глава Якутии Сан Николаев рассмотрел ход реализации в республике нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Цифровая экономика». Как отметил руководитель региона, есть достаточно серьезные риски недостижения целевых значений показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в связи с падением экспорта промышленной продукции несырьевого сектора из-за резкого сокращения спроса на продукцию алмазно-бриллиантового комплекса в условиях пандемии. Что касаемо нацпроекта «Цифровая экономика», то в Якутии реализуют 5 региональных проектов. Их общая сумма финансирования на этот год в республике составляет почти 33 миллиона рублей. Подводя итоги совещания, Сан Николаев отметил, что по национальному проекту «Цифровая экономика» процесс идет нормально. Работа направлена на опережающее достижение целевых значений показателей. Вопросы подготовки к новому учебному году обсудили накануне исполняющий обязанности министра образования Михаил Сивцев и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сергей Местников с учителями и директорами школ города. Напомню, что Министерство образования республики разработало 5 моделей обучения. Первый и самый распространенный предусматривает очное обучение с перерывами на дезинфекцию. Этот подход будет внедрен в более чем 400 школах. Затруднения вызывают не только большая численность учащихся, но и недостаток дезинфицирующих средств. Среди других проблем нехватка бюджетных средств на зарплату учителям за дополнительные часы работы. Конечно, это прежде всего новая модель поведения в новых условиях повышенной готовности, мы так говорим, потому что мы все прекрасно понимаем, что безопасность и наше здоровье прежде всего зависит от того, какие меры мы профилактики в отношении себя проводим. Это регулярное мытье рук, это соблюдение масочного режима, это соблюдение определенной социальной дистанции. В Якутии открыт конкурс на участки для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 10 сентября. Согласно конкурсной документации, 16 участков представляют собой озера. Один расположен на Вилюйском водохранилище и еще один на реке Алазея. Заявленные объекты промысла – чир, пеледь, сик, голец, карась, щука, окунь, налим и елец. Участки предоставляются на 20 лет. Всего выставлено 18 участков, из них в Верхнеколымском районе 3, Среднеколымском 4, Усть-Алданском 5, Кобейском районе 4, Жиганском 1 и Мирнинском районе 1. С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте закупок, либо на сайте Министерства экологии. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября по адресу города Якутск, проспект Ленина, 22, 604, либо 605 кабинет. 9-й межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» будет посвящен подвигу врачей, которые продолжают бороться с коронавирусом в нашей стране. Об этом заявила в эксклюзивном интервью телеканалу «Якутия-24» руководитель оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова. В этом году традиционный фестиваль славянского искусства в Москве перешел на онлайн-режим. Поступило рекордное количество заявок, свыше 400. Зарегистрировались более 2000 участников из 57 регионов. Среди них есть
привести новички – коллективы из Камчатки, Дагестана, Адыгеи и Сахалина. Фестиваль впервые вышел и на международный уровень. Его география расширена коллективами из Польши, Армении, Австрии и Республики Беларусь. Якутяне участвуют на фестивале «Русское поле» уже не первый год. В этом году представители республики представлены в номинациях «Творческий коллектив», «Туристический маршрут» и «Лучший народный мастер». Фестиваль «Русское поле» – это не только славянское искусство, это наша Россия, это наша страна, это наша национальность, это наши малые народы. Мы уже получили все материалы, потому что закончили прием заявок 10 июля. Жюри уже работает. Очень много шансов в финал выйти вашему туристическому направлению. Ваш этномаршрут может попасть в топ-10 фестиваля. Интерес к народному творчеству, к декоративно-прикладному искусству, к народной песне, к национальной песне, он постоянно возрастает. Организаторы фестиваля «Русское поле» призывают якутян принять активное участие в народном голосовании на сайте полерусское.ру и поддержать голосами эко-маршрут «Добро пожаловать в Якутию», а также народных мастеров Айсена Савинова, Полину Федорову и Сергея Дробинина. Имена победителей станут известны 29 августа, а на галоконцерт фестиваля с участием победителей и звезд российской эстрады в качестве зрителей будут приглашены столичные врачи. Напомню, что фестиваль «Русское поле» обычно проходит в парке Коломенское в Москве и собирает более 150 тысяч зрителей. Участники экспедиции на остров Бенетта прошли половину маршрута. Причем команда отправилась на остров на надувном катамаране. Один из участников экспедиции ведет дневник, в котором делится своими впечатлениями. В первый день команда села на мель. Но этот инцидент отважных исследователей не остановил. Ребята твердо решили достичь цели любым путем. По дороге участники экспедиции делают редкие недолгие остановки порыбачить. Наслаждаются отдыхом и природой. На пятый день они даже помогли местным рыбакам починить квадроцикл, за что те в благодарность угостили их крупным осетром. На шестой день ученых застала непогода, когда они приблизились к устью Лены. Участники экспедиции дошли до Быкова мыса, впервые вышли в открытое море. Им предстоит пройти 120 километров до мыса Буорхая. Напомню, что команда планирует установить на острове Бенетта якутский балаган в качестве спасательного депо и научного стационара, а также исследовать места, куда 70 лет не ступала нога человека. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.